Активисты Народного фронта, научные сотрудники и студенты. Те, кто готов официально заступить на экологическую службу. Чтобы получить заветный сертификат, участники проекта на протяжении 2 месяцев учились у ведущих экспертов. Семинары и лекции были организованы дистанционно, а следили за ними участники со всей страны. Реальные занятия проходили в полях. Будущие инспекторы выявляли несанкционированные свалки. Изначально в регионе их было около 200, сейчас примерно половина. В последний раз стихийную свалку ликвидировали в парковой зоне Сыктывкара. Там, где, казалось бы, ее вовсе не может быть. Мы убрали такую территорию, и, знаете, люди аж вздохнули, мне кажется, полной грудью свежего воздуха, когда увидели, сколько мусора. А там, понимаете, осенью это видно, весной это видно, а осенью там же много зелени, уже грязь не видна. А мы все это разгребли, все вытащили. Вы даже не представляете, сколько было мусора. И народ понимает, он как-то вот оживился. Так вот, да, мы будем аккуратно, мы будем стараться следить за этой территорией. Это здорово. То есть мы даем надежду на чистое, доброе будущее. Оксана Кулакова говорит, за годы научной работы знаний в сфере экологии предостаточно, а вот прав не хватает. Теперь, будучи, например, в экспедиции на территории заповедника, она сможет официально заявить о нарушении. А ответственные лица будут обязаны исправить ошибку. Прежде общественники обходились устными предупреждениями или самостоятельно решали проблему. Мы легализуемся в том плане, что теперь у нас есть возможность не просто сказать: ребята, вы здесь намусорили, но еще и затребовать документы. Нам теперь сложнее отказать. То есть есть определенные процедуры, которые мы теперь, получится, в законе, так сказать, прийти и потребовать ответа за содеянное. Инспекторы ОНФ будут участвовать в эко-рейдах, в том числе с представителями природоохраны и прокуратуры. Профильные ведомства такому сотрудничеству очень рады. Все действия, в том числе и общественных инспекторов, должны находиться в абсолютно правовом поле, чтобы мы могли свою позицию защищать не только там перед общественниками или перед общественным мнением, но и в суде. То есть для нас важен чистый результат. На самом деле сегодня у контрольно-надзорных органов руки достаточно крепко связаны. И многие полномочия у нас просто там были отняты. Ну, ссылаясь на то, что мы излишне давим на бизнес. Всего обучение прошли более 2000 человек из всех регионов России. В конце марта наших инспекторов ждет экзамен на знание природоохранного законодательства. И только после этого новобранцы получат специальные удостоверения, вооружившись которыми и встанут на защиту экологии. Таисия Жакова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.